Так, главные политические новости сегодня приходят из столицы Армении. Там состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. По итогам подписаны десятки важных документов, в том числе о формировании общего финансового рынка ЕС. В расширенном формате заседания приняли участие также президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Ну а президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани и премьер-министр Республики Сингапур Ли Сянь Лун приняли участие в работе Высшего совета в качестве почетных гостей. К слову, страны ЕС и Сингапур подписали пакет документов о свободной торговле. Кроме того, на полях саммита прошел 4-й международный форум евразийского партнерства, посвященный 5-летию подписания договора о создании ЕС. Данные мероприятия включены в программу международного форума «Транзитный потенциал евразийского континента», основной целью которого является укрепление сотрудничества и создание новых партнерских отношений в рамках Евразийского экономического союза. Подробнее обо всем Сеиль Карыбекова. Что сделано и что предстоит сделать? Лидеры Евразийского экономического союза в армянской столице подвели итоги и обсудили планы. ЕАЭС – это Кыргызстан, Казахстан, Россия, Армения и Беларусь. В узком составе лидеры стран-участниц рассмотрели 3 важных момента, а именно работу Евразийского экономического форума, вопросы, связанные с нормативами распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС, а также о председателе и персональном составе коллегии Евразийской экономической комиссии. Хочу отметить, что нам вдвойне приятно проводить сегодняшнее заседание, так как на нем, как вы знаете, будут участвовать руководители 2 стран, Ирана и Сингапура, с которыми наш союз развивает торгово-экономические отношения, направленные на установление режима свободной торговли. В результате тесного и эффективного сотрудничества между всеми звеньями нашей организации нам удалось еще более расширить географию сотрудничества Союза, благодаря чему сегодняшняя встреча приобретает особое значение. В этом году для участия в заседании в армянскую столицу позвали некоторых непривычных гостей. Одним из них стал премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун. Сегодня, 1 октября, Сингапур и ЕАЭС торжественно подписали долгожданное соглашение о зоне свободной торговли. Другим участником ереванской встречи стал президент Ирана Хасан Рухани. Кроме этого, в качестве страны-наблюдателя в заседании принял участие и молдавский лидер Игорь Додон. Внимание к прошедшему в Ереване саммиту ЕАЭС было во многом приковано по той причине, что в этом году он юбилейный. Союзу, объединившему 5 стран, исполняется 5 лет. За 5 лет нами создано единое таможенное пространство. Мы проводим скоординированную политику почти во всех сферах экономики. Открыты новые возможности для экономического развития и повышения благосостояния народов государств Евразес. Союз действительно доказал свою состоятельность и стал сильным интеграционным объединением. В 2018 году имело место значительное усиление напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономическими державами мира. Кроме того, мы видим негативное влияние этих процессов и на экономическую ситуацию внутри нашего объединения. Кроме геоэкономических аспектов, наши собственные недоработки также становятся причинами торможения роста объемов взаимной торговли. В погоне за краткосрочными выгодами некоторые страны ужесточают государственный контроль и создают дополнительные препятствия. А подобный подход уменьшает совокупный эффект от интеграции. Наш союз показал, что всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества с внешними партнерами в целях развития идеи большого евразийского партнерства. Необходимо качественно наполнить стратегическое направление развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил президент. Сейчас активно ведется работа по гармонизации законодательств и созданию единых рынков на пространстве Союза. Однако вместо создания благоприятных условий для ведения легальной деятельности на едином рынке мы сталкиваемся с некоторыми ограничениями. Вырос объем перемещения наличных денежных средств.
Предлагаю нашим финансовым регуляторам совместно выработать механизм по устранению существующего ограничения. Сегодня мы примем концепцию общего финансового рынка Евразес. Это позволит повысить уровень доступности и качества финансовых услуг для компаний и граждан Союза. По итогам работы лидеры подписали более 10 документов, благодаря которым страны этого блока должны сделать еще один шаг навстречу друг другу. Так завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета. К слову, к 5-летию ЕАЭС нацбанки стран-участниц Союза выпустили памятные монеты, которые вручили главам делегаций. С успешным и плодотворным завершением председательства в органах Союза поздравили Армению. В 2020 году председательствовать в ЕАЭС будет Беларусь. Кроме этого, лидеры 8 стран приняли участие в международном форуме «Транзитный потенциал Евразийского континента», основная цель которого – укрепление сотрудничества и создание новых партнерских отношений в рамках ЕАЭС. Сейль Карыбекова, Генжебек Мақсатулу, Пирамида, Ереван, Армения.